С начала XVIII века усиливается переселение ингушей с гор на равнины. Русские начали заселять равнинные земли чеченцев, отвоеванные ими в сражениях, ингушами, которые ранее добровольно покорились России и поклялись противостоять чеченцам, кабардинцам и всем, кто исповедует ислам, представляя интересы царской России. Поощряя это, русские давали ингушам земли своих заклятых врагов чеченцев. От этого договора сразу же начал страдать чеченское сообщество Орстхой, на чьи земли они начали заселять своих вассалов в лице ингушей, создавать из них форпост России, который по сей день крепко стоит на ногах. Смириться с этим орстхойцы, конечно, не собирались. Будучи воинственными людьми, эти люди кошмарили пришельцев как могли. И будучи не в состоянии на тот момент противостоять в открытую российской армии, о прямом противостоянии против ингушей и речи быть не могло, так как ингуши действовали из-за спины русского солдата и сами по себе ничего из себя не представляли. Орстхойцы были вынуждены применять хищническую тактику. Так, например, Кобычев писал, что когда карабулакам удавалось захватить в горах ингуша, у него отбирали все, что у него было, а с самим поступали следующим образом. В рукава одежды просовывали длинную палку, к концам которой привязывали кисти рук. После этого его отпускали домой. Распятый таким образом ингуш для того, чтобы пойти по горным тропам, должен был поневоле выделывать различные смешные движения и приседания. У карабулаков это называлось ингушским танцем. Также в пример можем привести предание из ингушского фольклора, где сообщается, за что выселили орстхойцев, и повествуется о кровной мести, возникшей между чеченским племенем орстхойцами и пришлыми галгаями. В предании говорится, что орстхойцы похитили сына влиятельного ингуша и потребовали за него тройной выкуп. А когда он был предложен, похитители увеличили требуемый выкуп и, не получив требуемого, прикончили похищенного. В результате этой вражды ингуши, войдя в тесный контакт с царской властью, смогли добиться выселения орстхойцев в Турцию, из чего следует, что весь ингушский народ не в состоянии был справиться даже с одним чеченским тейпом без помощи царской России.